Қайырлы күн, құрметті көрермен, әріптестер. Астана қаласының коммуникациялар қызметінің алаңында баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі тақырып Қазақстан Республикасының халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаментінің бірінші жарты жылдықтағы қызметі туралы. Спикерімізбен таныс болыңыздар. Садвакасова Дамижан Төлеубайқызы, Қазақстан Республикасы халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті басшысы. Сартымбетова Лязат Исмағамбетқызы, Қазақстан Республикасы халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің департаменті басшысының орынбасары. Добрый день, уважаемые зрители! Мы начинаем пресс-конференцию службы коммуникации города Астаны. Тема сегодняшнего брифинга – Департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Республики Казахстан по городу Астане за первое полугодие 2025 года. Уважаемые зрители, вы можете задать интересующие вопросы в социальной сети. Құрметті көрермен, баспасөз конференциясын бастаймыз. Біздің спикерлерге тікелей эфирде сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Ендеше Дамижан Төлеубайқызы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Департаменттің негізгі міндеттері өз құзыреті шегінде зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру мүгедектігі бар адамдарды әлеуметтік қорғау және медициналық әлеуметтік сараптама саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру болып табылады. Департамент является территориальным подразделением Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан по городу Астане. Основными задачами департамента является реализация государственной политики в области пенсионного и социального обеспечения, а также социальной защиты лиц с инвалидностью и медико-социальной экспертизы в пределах своей компетенции. Согласно пункта 6 статьи 154 Социального кодекса, лица с инвалидностью в Республике Казахстан обладают всей полнотой социально-экономических и личных прав и свобод, закрепленных Конституцией Республики Казахстан, другими законодательными актами Республики Казахстан, включая права на обеспечение доступа к объектам социальной инфраструктуры, информатизации, к транспорту, информации, зрелищным, культурным, массовым мероприятиям, спортивным мероприятиям и государственным услугам. Департамент является уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль по соблюдению требований законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью в части обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Государственный контроль проводится в форме профилактического контроля с посещением субъектов и объектов и внеплановых проверок. Так, за первое полугодие 2025 года департаментом было проведено 41 проверка, где по обращению физических и юридических лиц это 24 проверки и 15 проверок по контролю исполнения предписаний об устранении выявленных грубых нарушений. По результатам проверок было выдано 11 предписаний и наложено 7 административных штрафов по пункту 1 статьи 83 КоАП Республики Казахстан на сумму около 2 миллионов тенге. В соответствии с законом Республики Казахстан от 15 апреля 2024 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и детей в Социальный кодекс были внесены изменения, и с 1 января 2025 года в стране введено лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги в сфере социальной защиты. За первое полугодие текущего года по городу Астане 16 центрам, оказывающих специальные социальные услуги, были выдана 21 лицензия на предоставление специальных социальных услуг. Из них 3 это стационарные учреждения, полустационаров 6, отделение на дому 4 и временного пребывания 3. Одним из основных направлений деятельности нашего департамента также является
оказание государственных услуг в сфере пенсионного и социального обеспечения. В целом по городу Астане в настоящее время значится около 150 тысяч пенсионеров. И хочу сказать, что по 17 видам государственных услуг государственные услуги оказываются исключительно в электронном формате. Прием документов и формирование электронных макетов дел проводится подразделениями НАО госкорпораций «Правительство для граждан». Также заявление на оказание государственных услуг можно подавать через портал электронного правительства, через ЕГОВ, через приложение банка второго уровня и в проактивном формате по СМС-уведомлениям, если номер телефона заявителя зарегистрирован в базе мобильных граждан. За 6 месяцев текущего года департаментом оказано более 61 тысячи государственных услуг. Из них 37 600 это по новым назначениям, и 23 838 это произведен перерасчет получателям пенсии и пособий согласно дополнительно представленных документов и в связи с изменением состава семьи. Самой востребованной услугой можно считать, что почти 14 тысяч государственных услуг это оказано по назначению пособий на рождение и по уходу за ребенком до 1,5 лет. 5,5 тысяч это назначено пенсионных выплат по возрасту и такое же количество по назначению государственной базовой пенсионной выплаты. Радует такой фактор, что почти новых многодетных семей в Астане появилось около 2000. И многодетных матерей, награжденными орденами, подвесками Алтын-алқа и Күміс-алқа, это почти 261 многодетная мама. Также хочу отметить, что департамент участвует в гражданских судебных процессах по установлению юридических фактов, по подтверждению стажа, для исчисления стажа по солидарным пенсиям и по другим вопросам. Так, за первое полугодие приняли участие в 129 гражданских судебных процессах и 7 административных судебных процессах. В рамках соглашений СНГ в сфере пенсионного обеспечения и о пенсионном обеспечении трудящихся государств, членов ЕАЭС, оказывается помощь нашим бывшим согражданам в получении архивных документов, подтверждающих стаж работы. Так, за первое полугодие было рассмотрено 962 запроса формуляров, поступивших из стран СНГ. С 1 января 2025 года на основании социального кодекса в полномочия департамента была включена норма по проведению профилактического контроля в сфере социального обеспечения, в том числе обязательного социального страхования в части своевременного и правильного назначения социальных выплат, своевременного и полного перечисления получателю социальных выплат государственной корпорации. На основании утвержденного полугодового списка были проверены деятельности филиала АО ГФСС по городу Астана и отдела Байконурского района по социальному обеспечению филиала НАО госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Астана в сфере социального обеспечения. И за второе полугодие, согласно полугодового списка, планируется также провести 3 проверки. Также на постоянной основе проводится прием граждан и рассмотрение обращений и запросов физических и юридических лиц. Так, за первое полугодие департаментом было рассмотрено почти более 2000 обращений и более 1000 граждан были приняты на личном приеме как руководителей департамента, так и специалистов. У меня все. Спасибо. Тұшымды ақпарат бергеніңізге рахмет. Келесі сөз кезегі Ләззат Есмағамбетқызы, өзіңізде. Мархабат. Қайырлы күн. Одним из направлений департамента является оказание государственной услуги, это установление инвалидности и мер социальной защиты, которое осуществляется 5 отделами медико-социальной экспертизы.
Согласно статистическим данным, в настоящее время количество лиц с инвалидностью по городу Астане составляет 39 766. Из них взрослое население 28 235 и дети 11 531. По итогам первого полугодия 2025 года всего предоставлено государственных услуг 9 617. В очном порядке 54,7 и заочно по активном формате 45,3. Впервые освидетельствовано 2373 лиц с инвалидностью, что составляет 24,6%. Если мы рассмотрим возрастной структуре, то у нас представлено лицами трудоспособного возраста в порядке 45,7%, пенсионного возраста 18,6% и дети представлены 35,6%. Повторно у нас освидетельствовано 7244 лиц с инвалидностью. В 2024 году эта цифра составляла 6951. Среди взрослого населения, если рассматривать в аспекте основных нозологических форм, то есть заболеваний, первое место у нас занимает злокачественные заболевания. То есть этот процент у нас 31,2%. За аналогичный период 2024 года данная цифра составляла 32,4%. На втором месте у нас болезни системы кровообращения 22,6%. В 2024 году данная цифра составляла 20,6%. И на третьем месте это травмы. 6,9%. В принципе, в 2024 году за аналогичный период цифра была такой же, 6,9%. Среди детского населения в структуре здесь картина иная. Первое место у нас составляет психические расстройства, то есть 41,5% это психические расстройства. За аналогичный период 2024 года данная цифра составляла 33,7%. Второе место занимает врожденные пороки развития, это 19,7%. Аналогичный период 2024 года 15,6%. И болезни нервной системы 17%. В 2024 году данная цифра, в принципе, была таковой же. Повторное освидетельствование, это показатели. Полная реабилитация составила 5,9%, частичная реабилитация составила 13,8% и утяжеление составило 5,9%. Я бы хотела остановиться на тех новшествах, которые были введены в 2025 году. Согласно Социального кодекса, с 1 января 2025 года у нас введен заочно-проактивный формат освидетельствования. У нас существует в настоящее время очный формат освидетельствования и заочный формат освидетельствования. Очный формат освидетельствования – это традиционный, который медицинская организация после проведения всех необходимых реабилитационных, диагностических, лечебных мероприятий направляет лицо на медико-социальную экспертизу не ранее 4 месяцев с момента установления диагноза или начало временной нетрудоспособности. Но есть определенные моменты, когда не выдерживается данный срок, то есть когда имеется анатомический дефект при болезни Дауна и когда имеются неизлечимые болезни. Благодаря интеграции систем Министерства труда и социальной защиты и Министерства здравоохранения сейчас обмен информацией происходит в электронном формате, то есть медицинская организация заполняет заключение на медико-экспертизу в форме 031 и в электронном формате она поступает на медико-социальную экспертизу. После поступления данных документов лицо в очном порядке направляется на медико-социальную экспертизу. И тогда лицо само самостоятельно приходит на медико-социальную экспертизу. При случаях, когда лицо не может прийти на медико-социальную экспертизу, то тогда осуществляется выезд на дом или стационар, или учреждение, где находится данное лицо. И осуществляется процедура освидетельствования, и результат освидетельствования выдается, может лицо самостоятельно получить посредством веб-портала через электронно-цифровую подпись или получить в бумажном формате в отделе медико-социальной экспертизы. В чем новшество заочно-проактивного формата? Когда осуществляется оформление документов,
И получается, в данном моменте больше освидетельственному лицу нет необходимости обращаться на медико-социальную экспертизу. В электронном формате форма направляется, и через определенные шлюзы она направляется в министерство, это в информационную систему Министерства труда и социальной защиты, и распределяется данная форма независимым экспертам. Данная форма носит формат уже обезличенный, то есть никаких персональных данных она не содержит, только содержит медицинские документы. И независимые эксперты могут находиться на разных территориях, они не знают друг о друге, кто какое решение принимает, и осуществляется процедура освидетельствования. И принимается единое решение. И данное решение поступает уже путем СМС-оповещения освидетельственному лицу. Решение данное лицо может получить путем обращения на веб-портал электронного правительства или получить в отделе в отделе медико-социальной экспертизы в бумажном варианте. Здесь облегчается процедура самого освидетельствования, то есть лицо обращается единожды только в медицинскую организацию, а обращение на медико-социальную экспертизу не требуется. Все эти процедуры и в очном, и заочном формате проводятся в проактивном формате. Что означает данное слово? То есть лицо, претендующее на прохождение освидетельствования, должно иметь этот номер телефона, зарегистрированный в базе мобильных граждан. Потому что СМС-оповещение приходит на данный номер, и он должен давать согласие впервые на сбор персональных данных, и затем уже в формате, когда устанавливается инвалидность, на разрешение на установление пособия по инвалидности и необходимых мер социальной защиты. Такова процедура проведения медико-социальной экспертизы. Мартында ақпаратпен бөліскеніңізге рахмет. Құрметті көрермен, біз келесі кезекте сұрақ-жауап кезеңіне өтеміз. Алғашқы сұрақ Дәмежан Төлебайқызы өзіңізге. Если потеряли трудовую книжку, а в следующем году исполняется 63 года, как восстановить трудовой стаж? Очень хороший вопрос, и очень приятно, что лицо заранее думает о том, как ему оформить пенсию. Хочу сразу отметить, что в настоящее время мы назначаем 3 вида пенсии. В первую очередь это солидарная пенсия, вторая часть это базовая пенсионная выплата, и третья это накопительная пенсия за счет выплачиваемая, назначаемая из ЕНПФ за счет личных сбережений на индивидуальном пенсионном счету ПНПФ. Так вот, для назначения солидарной пенсии учитывается стаж, выработанный до 1 января 1998 года. И в этой связи трудовая книжка очень важна. Поэтому, если трудовая книжка утеряна, значит необходимо обратиться в архивное учреждение. Можно посредством ЭЦП-ключа, через ЕГОВ сделать запрос в архивное учреждение. Если вы затрудняетесь, это можно осуществить в ЦОНах. Там есть консультанты, которые вам помогут. То есть и сделать запрос в архивное учреждение и с указанием всех учреждений, организаций, в которых вы работали до 1 января 1998 года. Необходимо учесть, что в стаж учитывается также время службы в армии, то есть для подтверждения этого периода можно будет представить военный билет или справку с военного комиссариата или департамента по делам обороны. И дополнительно учитывается в стаж также время обучения, и для этого, для подтверждения этих периодов, нужно представить диплом об окончании учебного заведения. Для женщин документом может быть еще и свидетельство о рождении ребенка. Если мама не работала, то время ухода за ребенком до 3 лет также может быть учтено в стаж. То есть здесь достаточно представить свидетельство о рождении ребенка и какой-либо дополнительный документ.
Что касается стажа, выработанного после 1998 года, 1 января, мы все знаем, что Казахстан перешел на накопительную пенсионную систему, и с этого момента все граждане Казахстана должны были производить обязательные пенсионные отчисления в пенсионный фонд ЕНПФ. И, значит, стаж, выработанный после 1 января 1998 года при назначении базовой пенсионной выплаты, он уже учитывается по базе данных согласно ежемесячным пенсионным отчислениям. Жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ Ләззат Исмағамбетқызы, өзіңізге. На какие сроки может устанавливаться инвалидность? Данный вопрос является, конечно, актуальным. Все зависит, к какой возрастной группе относится данное лицо. И он будет различен. Например, если лицо находится в возрастной группе от 0 до 7 лет, то срок инвалидности будет 6 месяцев, год, 2 года и 5 лет, или до достижения 7-летнего возраста. Если лицо находится в возрастной группе с 7-летнего до 18-летнего возраста, то срок будет 6 месяцев, год, 2 года, 5 лет, или до достижения 18-летнего возраста. Лицам старше 18 лет срок 6 месяцев, год, 2 года, 5 лет или без срока переосвидетельствования. Келесі сұрақта өзімізге, Ләззат Исмағамбетқызы, в каких случаях инвалидность устанавливается бессрочно? Да, данный вопрос тоже является очень актуальным. Инвалидность без срока переосвидетельствования у нас устанавливается в следующих случаях. Первое – это в случаях, когда имеются необратимые дефекты и заболевания. У нас имеется приложение 7 в правилах проведения медико-социальной экспертизы. И в данных приложениях перечислены все моменты, когда может быть установлено бессрочно. Ну, например, это отсутствие конечности, верхней, нижней конечности, отсутствие глаза. Все эти моменты являются основанием для установления без срока переосвидетельствования. Второй случай – это когда имеются стойкие необратимые изменения и нарушения функций, и когда неэффективны уже реабилитационные мероприятия, имеется стабильная динамика инвалидности, за инвалидным наблюдением осуществляется в течение не менее 4 лет, за лицом инвалидностью второй группы не менее 5 лет и за лицом третьей группы инвалидности не менее 6 лет. Но здесь еще есть исключение. У нас имеется перечень приложений 7-2, когда инвалидность может осуществляться на 5 лет. В этих случаях без срока пересвидетельствования инвалидность не устанавливается, независимо, если есть динамическое наблюдение. Да? И следующий случай, когда имеется неблагоприятный реабилитационный прогноз, когда лицо достигло пенсионного возраста. Жауабыңызға рахмет. Келесі соңғы сұрақ. Каковы основания для отказа в оказании государственной услуги по установлению инвалидности, установленные законами Республики Казахстан? Но у нас отказ осуществляется в очень редких случаях. Практически отказы не проводятся, потому что документы уже заведомо заранее готовятся в полном объеме. Но нормативно-правовыми документами данные моменты они оговорены. Первое, когда предоставляется документ с истекшим сроком действия. В втором случае это когда предоставлен неполный пакет документов. И случай, когда человек при очном освидетельствовании обращается в отдел медико-социальной экспертизы и регистрация не соответствует, например, будет в другой области в этом случае. И когда мы уже ранее говорили, что у нас сейчас, когда свидетельство проводится, обязательно телефон должен быть регистрирован в базе мобильных граждан. И когда не приходит ответ от самого свидетельства лица, тогда происходит отказ осуществления, потому что невозможно. Мардымды жауаптарыңызға рахмет. Құрметті Дәмежан Төлеубайқызы, Ләззат Исмағамбетқызы, уақыт бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгендеріңіз үшін алғыс білдіре отырып, қызметтеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше.